Здравствуйте, Астамур. Тема нашей сегодняшней беседы – антикоррупционный закон. Вы являетесь одним из представителей, скажем, такого большого количества людей, которые представляли интересы народа в плане законопроекта. Вы прошли достаточно колоссальный, тяжелый, непростой путь. В течение порядка 9 лет вы работали над законом. С 1 августа чиновники начали сдавать свои декларации. Какая ситуация на сегодняшний день? Обновляется ли база данных? В каком доступе она находится? Есть ли какие-то, по вашему мнению, все-таки подводные камни? Приветствую вас, Рената. Вообще-то на моем месте сейчас должны находиться представители Генеральной прокуратуры, Министерства по налогам и сборам, МВД или СГБ, и говорить о том, как идет процесс и кто нарушители. Вы говорили о том, что с 1 августа. 1 августа процесс декларирования должен был быть завершен полностью. То есть человек, не подавший к 1 августа декларацию, согласно статье 15 закона, отстраняется от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. То есть человек, должностное лицо, сознательно проигнорировавший требования закона и не указавший источники доходов и имущества по закону, отстранен от занимаемой должности. Вас не удивляет пауза? Вот во всех странах мира такого рода законы и такого рода процедуры очень открытые, громкие, а у нас какая-то звенящая тишина. Партии молчат, власть молчит. И вот так это все продвигается. Вот смотрите, на что хотелось бы обратить внимание. Первое, мы столкнулись с очень неприятным сюрпризом. О том, что дети, вычеркнутые из списка декларантов, мы узнали из новостных репортажей СМИ. Мы с этим не согласны, но мы узнали об этом. Впоследствии выяснилось, что это не единственное урезание. Мелким шрифтом опубликовано в Республике Абхазия о принятии закона и изъять статью, изъять часть 2 в статье 12 закона. Вам о чем-то это говорит? Расшифруйте. Для абхазского народа это не расшифровали. Ни СМИ, ни власти, ни парламент. Статья 12, пункт, часть 2, гласит, что декларации, находящиеся в публичном доступе, должны быть отображены с адресами недвижимости, с деталями бизнеса. То есть это детальная информация, полностью публичная. Вот этот пункт изъят. Вот в последний момент вступления закона в силу этот пункт изъят. Более того, но сейчас речь не о прошлом, сейчас речь о будущем. Вы, как корреспондент абхазского телевидения, можете спросить Рената, инспекторов налоговой службы, сотрудников прокуратуры, там, МВД, УБЭП, СГБ, видят ли они детали декларации? Они, детали декларации, скрыты не только от нас с вами. Планируется... Давайте чуть уточним, когда мы говорим, чтобы было понятно, что значит скрытый, в каком формате, для того, чтобы обыватель наш понял, о чем идет речь. Помещение в Абхазии. Вот Абхазия от Ингур до Псо, а вот в ней помещение, да? Вот найдите это помещение. Получается, нет адреса. Я бы хотел точного досказать свою мысль, я боюсь сбиться, Рената, уважаемая. То есть детали декларации. Вы зачем вообще декларацию писали, правильно? Чтобы ее проверить, правильно? Ну, какой смысл в ваших декларациях, если их под гриф «секретно» и
их не будут проверять. Какой в этом смысл? Понимаете? Этот закон предполагает, чтобы вы указали источники доходов, и эти источники были бы проверены. Вы обратите внимание на вот уже те декларации, которые в публичном доступе. Мизерные микроскопические доходы. Никакого бизнеса успешного. Вот эти все мифические истории, они развеяны в прах. Никакого бизнеса у наших должностных лиц нет, серьезного. Это первое. Второе. Микроскопические доходы. Вас это не удивляет, как взрослые люди поддерживают довольно высокий уровень жизни, получая 15-17 тысяч. Вы в этом подвоха не видите? Я вижу. Я и наши товарищи видят в этом подвох. И мы, вот для того и был принят закон, чтобы выявить те источники доходов, истинные источники доходов, которые питают должностных лиц, занимающихся коррупцией. Этот закон основан на недоверии. Это юридически оформленное народное недоверие, потому что вы получаете очень мало, а тратите очень много. Возникает вопрос, откуда разница? Бизнес вы не указываете. Так откуда же разница? Значит, есть источники доходов, которые вы не можете отразить в декларации. Вот многие люди возмущаются. Закон не работает, сырой, и вот так вот уйти от этой темы. Что ожидали люди увидеть в декларациях? Коррупционер не может написать в своей декларации: я за 2020 год продал госсобственности столько-то, украл у государства из того-то ведомства столько-то. Он не может это указать. Понимаете? И это хорошо, что не может. Он указывает свои доходы легальные, а задача МНС, прокуратуры, СГБ, МВД найти его нелегальные доходы, а потом сопоставить их, вашу банковскую проводку, вашу недвижимость, переоформленную на кого-то. Это все, вот некоторые люди говорят, они переоформят, да, дети вычеркнуты, на кого-то и так далее. Даже это оставляет следы. Понимаете? Если вы не даете, хорошо, вы нам глаза завязали, не дали общественности напрямую информировать государство, напрямую обращаться в суды, убрали детали от общественности. Но зачем вы от собственных служб убираете эти детали, чтобы защитить эти декларации? То есть вы хотите защитить от проверки деклараций, и потому вы отправляете их в сейф. Мы категорически против такого подхода. Закон основан на следующем. Если вы договорились с инспектором МНС, чтобы он не выявлял несоответствия, вы не сможете договориться с МВД. Если вы договорились и с МВД, вы не сможете договориться с прокуратурой. Если вы договорились и с прокуратурой, вы не сможете договориться с СГБ. То есть у вас не хватит денег, даже если мы все коррупционеры, у вас банально не хватит денег и влияния купить всех. Есть ли такие госучреждения, которые, вот вы говорите, что под неким грифом секретности сегодня находятся? Да, мы не видим декларации Государственной службы охраны, службы госбезопасности, Министерства обороны. Нас это удивляет, это нарушение закона. Не могут быть спецслужбы, не могут быть некоторые силовые министерства над законом. Понимаете? Это Абхазия 21 века, это не эпоха Ивана Грозного и вот опричнины. Нет никакой службы и быть не может, которая находится над законом. Бытует распространенное мнение о том, что якобы это какая-то гостайна. Ваши участки, ваша собственность не является гостайной. Говорят об угрозе национальной безопасности. Настоящая угроза национальной безопасности тогда, когда ваши должностные лица считают свои активы государственной тайной, когда они не подотчетны в своих доходах
и в своем имуществе работодателю, народу Абхазии. Вот это угроза национальной безопасности. Но это еще полбеды, опять-таки. Вот то, что мы говорим об СГБ, об МВД, об службе госохраны. МВД, получается, тоже вы просто Нет, до этого МВД, Бога ради, извините. МВД, будучи силовым органом, все равно вот они исполнили закон. Это надо отметить. И министр внутренних дел, и его замы, никто больше них врагов имеет. Они заполнили декларации. Почему? Потому что они не пытаются увиливать, а честно исполняют закон. До сих пор нет декларации парламента. Вас это не удивляет? Они не сданы или их нет в открытом доступе? Хороший вопрос. На этот вопрос уже сейчас должно ответить Министерство по налогам и сборам. А Министерство по налогам и сборам не дает этой информации. Насколько я знаю, большинство депутатов сдали декларации. Почему не публикуются эти декларации? Из боязни выявления того факта, что кто-то не сдал? Или какая-то другая техническая причина? А есть вероятность того, что они тоже попадут под некий гриф секретности? Как может депутат парламента, избранный избирателями, попасть вот, по своему имуществу и доходам под гриф «секретно»? Это чушь. На сегодняшний день есть ли какие-то все-таки опасения, может быть, ваши? Есть ли какие-то вещи, о которых сегодня нужно вот сказать для того, Первая чтобы вещь, сегодня самая исполнялось нужная. Первое, все? мы должны получить ответ. Кто проигнорировал закон и не сдал декларации до 1 августа? Не надо никого выгораживать. Люди, которые не хотят отчитываться перед народом Абхазии по закону, закон вменяет им в обязанность отчитаться. Люди, которые возомнили себя помещиками, которые воспринимают госслужбу как семейный кооператив и не хотят отчитываться, согласно этому закону, должны быть уволены. Да, это надо озвучить. Это первое. Второе. Вы должны, вы обязаны предоставить как государство, как власть детали декларации на изучение, на проверку и Министерству по налогам и сборам, инспекторам, и прокуратуре, и СГБ, и МВД. У нас любят порассуждать даже вот о майнинге, знаете, Дарадара Исауэ, чиновник Чинва. Кто-то из чиновников занимается майнингом. Вы по нашему закону легко обнаружите людей, причем доказательно, кто занимается этим бизнесом, незаконным сегодня в Абхазии. Вы смотрите мою декларацию. У меня указано помещение. У меня не указано, что я там делаю. Это торговля, производство. Ничего не указано. Просто помещение на отшибе где-то и так далее. Что оно не сдается, что там ничего, ничего нет. Пустое, вот ваша декларация в этом плане только под помещение, там, не знаю, 300 квадратов. Да? Адрес указан. Адрес указан. Сотрудник УБЭП, сотрудник прокуратуры может просто 20 минут подъехать к этому помещению, услышать машинки, взять декларацию, и вы не предоставили недостоверные, неполные данные декларации, вы не вписали эти машинки, это оборудование. Да, нет раздела биткоина, но это оборудование, превышающее вашу суммарную зарплату. Вы его не вписали, вот факт лжи. В первую очередь незаконная деятельность еще. Это второе. Это второе. Вот, а в первую очередь вы его отстраняете от занимаемой должности по факту лжи в декларации. Все очень просто. Без уголовной ответственности. Просто отстраняется. А потом занимаетесь и уголовной. Нет, я имею в виду, вот хотите. изначально у нас сначала он отстраняется. Выключайте его из госслужбы на УНАКСа. Без права восстановления, на основании лжи. То есть некоторые люди говорят, вот 37-й год и так далее. Слушайте, нарушителей закона не в ГУЛАГ же отправляют, а?
не под расстрел. Да. Не хотят они, чтобы их уволили. Да, это элементарно решается. Не надо в письменной форме врать народу Абхазии. И не будет проблем. Понимаете? То есть этот закон отучает чиновника врать без последствий. То есть обычно у нас как? Такой бюрократический футбол. Где-то какие-то нарушения, я отписал вам, вы кому-то, мы здесь в студии что-то озвучили, и последствий никаких. А здесь просто вы соврали, вы пойманы на факте лжи, и у вас наступают юридические последствия, вы уволены. Это вполне справедливо. Когда компетентные органы должны приступить все-таки к реализации, к Уже проверке, давно к должны озвучиванию? Есть все-таки какой-то промежуток времени, как я поменяю, до конца текущего месяца эта база обновляется, что-то с ней происходит, что это? Конечно, этот закон, это, понимаете, как этот закон не в том плане, чтобы покарать человека, а чтобы приучить не врать наших чиновников. А тех, кто совсем заврется и будет пойман на факте, тех уволить, да. Декларанту дается 1 месяц. То есть, если декларант что-то забыл, вот, ну, у него списать. Мозговая вписать. активность не сильно развита, он забыл, что у него там, я не знаю, квартира в Сочи. Вот забыл человек, бывает такое, да. Он может писать. Более того, даже по истечении месяца он сам, если изъявит желание, но уже с согласием МНС, то есть с предупреждением, с предупреждением, то есть они совместно уже это изменение вносят и контролируют то, что он вносит, да. Даже в этом случае, ну это очень просто. Вдумайтесь, Рената, если человек не может указать истинные источники доходов, часто наше правительство ругает. Я вот недавно в телеграм-канале читал о том, что, дескать, вот это топливные заправки и так далее связаны с нашим правительством. Есть же такое, да? В интернете часто бывает. Если есть факт документальный, что наше правительство связано лично с этими компаниями, и это не отображено в декларации, вы предъявляете этот факт в СМИ под своим именем, и даже этого хватает для начала расследования, и здесь легко проясняется ситуация. А если этого факта нет, и предъявить вы его не можете, то надо перестать клеветать тогда, понимаете? То есть вместо темной, грязной политической борьбы будет честная, антикоррупционная конкуренция. Я буду разоблачать ваши активы, а вы мои. И вот так мы зачистим для новых, лучших поколений на госслужбе Абхазию. Что в ваших силах все-таки по истечению текущего месяца сделать для того, чтобы этот вопрос встал на правильное русло? Очень просто. Именно в ваших силах. Ирина Шотовна нам обещала, председатель АГТРК, министр по налогам и сборам говорил об этом, что он готов будет 31 числа. Представители прокуратуры необходимы. Вы представляете себе, вот я был бы прокурором, я бы сейчас возмущался. Знаете почему? Потому что вы меня лишаете доступа прокурором, не только генеральным прокурором, я не знаю, прокурором Гульрипша или там Творчала. Я бы возмущал, вы меня лишаете доступа к материалам проверки на соответствие. Вот вы меня не даете проверить декларацию человека, который живет на 15 тысяч, якобы, он указал, и является мультимиллионером. Вы мне не даете доступа к деталям. Почему это важно? Вы пишете, в Москве у меня там квартира там 30 метров. А может 333 у вас метров в Москве, и вы там рынком владеете, понимаете? Это же можно проверить легко. У нас есть ТКЦ, можно отправить им запрос. Все это на раз-два. Вам население поможет. Вот если бы я хотел бы исполнить этот закон, я бы уже давно определил бы там многоканальный телефон там, или там, в мессенджеры даже, да, сказал бы населению, вот то, что вы друг друга там обливаете грязью, не надо это делать, да, не захламляйте эфир. Отправляйте, если у вас есть документальные данные, нам, мы их обработаем, перепроверим, если в них есть зерно,
мы их реализуем. Астамур, есть ли у вас какие-то планы на дальнейшую вашу работу? Будете ли вы вносить, может быть, какие-то изменения, просить, чтобы внесли какие-то изменения? Или все-таки на этом ваша работа будет завершена? Мы будем, прежде всего, бороться против тех изъятий из закона. Многие повторяют: закон сырой, и, повторяя это, вытаскивают из него активные элементы. Понимаете? Мы против этого будем бороться. Возвращение в круг декларантов совершеннолетних детей. Если человек не может предоставить декларацию сына, то этот человек не должен распределять инвестпрограмму или там строительство, сами понимаете. То есть все очень просто. Дальше. Признание незаконного обогащения уголовным деянием. Некоторые люди считают, что все, 20-ю статью приняли. Это не окончание 20-й статьи, это лишь фундамент закона о декларировании. 20-я статья – это признание незаконного обогащения, вот значительной разницы к криминальным деяниям. То есть, если у вас 15 тысяч активов, 45 миллионов, вот эта разница, даже не доказанная в суде, это вы будете доказывать в суде, что она не криминальная, вы уже отстраняетесь от должности. Это. И дальше конкурсный подбор кадров на госслужбу, ни по родству, ни по блату. Дальше прямые выборы глав администрации. По большому счету мы ведем разъяснительную работу, преодолевая сопротивление тех людей, которые штыргазот, что не понимают, некоторые на самом деле не понимают. Своих СМИ у нас нет, и вот поэтому мы очень благодарны вам, Ринат. Спасибо большое, Астамур, за беседу. Скорее всего, по истечению этого месяца, в конце месяца, вероятнее всего, мы вернемся к обсуждению этой темы. Неизбежно вернемся. Спасибо, Рената.